наша выпускная фотография. То есть это вся наша рота. Здесь 4 взвода. Олег, ну здесь мы в разнобой, то есть не так, чтобы вот первый, там второй взвод в разнобой. Вот Олег Пешков. Это фотография 1987 года. Выпуск Свердловского Суворовского училища. Олег Пешков – отличник учебы. В этом же году поступит в Харьковское авиационное, исполнит мечту всей жизни – стать летчиком. А через 28 лет погибнет в Сирии. Черно-белые фотографии из архивов однокашников обойдут всероссийские СМИ. И станет Олег Пешков мертвым героем. Нет, я был уверен, что он у себя в Липецке, дома, и все у него в порядке. И вообще вчера звонок, мне позвонил наш председатель Суворовско-Нахимовского клуба. И для меня это было вообще гром среди ясного неба. Я сначала даже не осознал. Что Пешков принимал участие в сирийской операции, его бывшие сослуживцы не знали, говорит Дмитрий Ванюшкин. Они вместе учились. Когда служба разбросала по стране, переписывались, созванивались. Последние годы, рассказывает Дмитрий, Пешков работал и жил в Липецке. Там находится авиацентр ВВС России. О полетах он рассказывал очень сдержанно. И вот полгода почему-то вообще не выходил на связь. Но значения этому Дмитрий не придавал. А Олежкина страничка, она почему-то месяцев 5, наверное, назад, я не знаю. Ну, где-то так. Заблокирована в Одноклассниках. Поэтому уже тут не знаю. Предполагать, почему и кто мог заблокировать страницу Пешкова, Дмитрий не стал. Он сам служит, только уже не в армии, а в МЧС. И уверен, ошибиться такой ас, как Пешков, в небе не мог. Ну, у меня и сомнений нету, на какой территории. На территории Сирии. И еще у меня нет сомнений, что это был предательский удар. Я голову могу положить, что любого из наших 26 парней поставь на его место, они бы поступили так же. Мы живем по нашему какому-то вот кадетскому закону, а он гласит: жизнь Отечеству, а честь никому. Олег Пешков не первый российский солдат, погибший в Сирии, но первый убитый из этих 27 ребят с того курса 1987 года. Из них многие прошли Чечню и остались живы. Пешкову, конечно, присвоили звание Героя России посмертно. В Липецке хотят назвать улицу его именем. Тем временем его друзья по выпуску готовятся к общему построению, чтобы скинуться на помощь семье товарища. Дома Олега Пешкова ждут жена и 2 детей. Его тело до сих пор не передано российской стороне. Екатерина Пономарева для настоящего времени.